Время актуального интервью в связи с ситуацией с коронавирусом. Для малого и среднего бизнеса на ближайшие 6 месяцев будет введена срочка по уплате всех налогов, кроме НДС. О мерах поддержки бизнеса на днях заявил президент страны Владимир Путин. Когда начнет действовать эта отсрочка, будут ли перенесены сроки налоговой отчетности в связи с пандемией и как подать декларацию за 2019 год до 30 апреля. Об этом мы спросим у начальника отдела работы с налогоплательщиками управления ФНС Якутии Сыргланы Винокуровой. Сырглана Гаврилевна, здравствуйте. Добрый день. Сырглана Гаврилевна, во-первых, расскажите, как работают сейчас налоговые инспекции в период действия коронавирусной инфекции? Для предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля налоговые инспекции и их подразделения по республике предоставили прием и обслуживание налогоплательщиков. До 6 апреля до особых указаний налоговые инспекции республики будут осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков только по предварительной записи. Поэтому тех граждан, которые записались с 30 марта по 3 апреля, призываем перезаписаться на другой день. Значит, людей с детьми, пожилых людей старше 65 лет, даже если они записались по предварительной записи, мы обслуживать не будем. Поэтому рекомендуем всем оставаться на безопасном расстоянии и оставаться дома. Расскажите тогда, пожалуйста, каким образом налогоплательщики смогут общаться с инспекцией? Как будет происходить связь? Как можно уточнить какие-либо интересующие вопросы? Налоговая инспекция рекомендует всем перейти на бесконтактное взаимодействие и с помощью наших интерактивных сервисов. На нашем официальном сайте www.nalog.ru находится порядка более 50 электронных сервисов, которые позволяют общаться по всем налоговым вопросам, не выходя из дома. Так, значит, у нас существует в нашем официальном сайте линейка личных кабинетов налогоплательщика, как для предприятий, для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Также можно узнать свой ИНН, подать документы на государственную регистрацию компании, на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, также получить выписку из ИГРЮЛа и ИГНИПа, воспользоваться онлайн-уплатой налогов и пошлин, также, значит, воспользоваться налоговым калькулятором для расчета патента, для расчета страховых взносов, выбрать систему налогообложения, рассчитать налоговую нагрузку и воспользоваться калькуляторами расчета транспортного налога и имущественных налогов, в частности, это земельный налог и налог на имущество физических лиц. Также можно обратиться в налоговую службу с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» и другие сервисы, по которым можно общаться, не выходя из дома. А вот вопрос, который мы обозначили в самом начале программы, то есть сдача декларации. Каким образом и как теперь можно сдать НДФЛ, 3 НДФЛ, и в какие сроки это должно произойти теперь в нынешних условиях? Как вы знаете, с 1 января у нас стартовала декларационная кампания по декларированию доходов физических лиц. То есть это обязательно сдать те граждане, которые получили доходы в 2019 году от продажи недвижимого имущества, то есть это жилые дома, квартиры, дачи, земельные участки, находившиеся в собственности менее 3 лет. Также те граждане, которые получили доходы от продажи транспортных средств, находившихся в собственности тоже менее 3 лет, получившие выигрыши, также получившие какие-то азартных игр, проведение лотерей, также те, кто сдавал имущество в аренду, получил доходы от источников за пределами Российской Федерации, они обязаны продекларировать свои доходы в установленный срок, это не позднее 30 апреля, и сдать декларацию 3 НДФЛ по месту жительства. Наиболее удобный способ для граждан – это прежде всего подача и заполнение декларации в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. То есть он позволяет в онлайн-режиме заполнить поэтапно все необходимые данные и отправить налоговую декларацию. Для входа необходимо
получить логин или пароль в любой налоговой инспекции. Также, если вы являетесь пользователем портала госуслуг, с помощью подтвержденной записи вы можете осуществить вход с помощью вкладки «Войти через ИСЕН». Также, значит, для заполнения, прежде всего, необходимо выбрать необходимую жизненную ситуацию. То есть личный кабинет позволяет подать заявление на льготу, подать заявление, значит, и по другим жизненным ситуациям. Да, получается, это также предоставление и получение справок о состоянии расчетов по налогам, также подтвердить статус налогового резидента и заполнить заявление на предоставление налогового вычета. Для этого, получается, мы заходим в жизненные ситуации, выбираем, либо мы делаем ее в онлайн-режиме, либо прикрепляем необходимый файл. Да? Также далее, значит, выбираем источник доходов, он уже автоматически у нас отражен в нашем личном кабинете. Значит, далее потом заполняем вычеты, которые мы хотим отразить в налоговой декларации, либо это стандартные вычеты, либо это официальные вычеты, инвестиционные вычеты и имущественные налоговые вычеты. Далее, значит, заполняем данные по недвижимости, по которой мы хотим получить вычет, да, то есть он у нас автоматически тоже имеется в нашем личном кабинете. Отражаем сумму расходов, которые мы заявляем, то есть сейчас предельный размер это у нас 2 миллиона, да, на одного человека. Также, если мы брали ипотеку, то заполняем данные в части процентов, уплаченных по кредиту. Далее, значит, у нас высвечивается сумма, которая у нас подтверждается, да, по итогам наших внесенных расходов. И к нему мы прикрепляем необходимые документы подтверждающие. Если это мы заявляем имущественный налоговый вычет, то это документы на договора купли-продажи, если это новостройка, то это акт приема передачи документов и все подтверждающие документы по расходам. Это платежные документы, квитанции. Также нужно прикрепить любые необходимые документы. Значит, получить, значит, ЭЦП, неквалифицированную подпись и отправить декларацию с помощью личного кабинета. Саргалан Гавриловна, информации много, информация сложная. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о том, где они еще раз в печатном варианте могут посмотреть всю эту информацию, которую вы сказали выше. И самое главное, справочный номер, куда обратиться по имеющимся вопросам. Значит, всю необходимую информацию вы можете у нас получить на нашем официальном сайте www.налог.ру. Также есть сервисы, которые позволяют, да, нам помочь. Прежде всего, это у нас есть сервис «Часто задаваемые вопросы». Есть прямо раздел «Декларационная кампания 2020». И также можно обратиться по номеру единого контакт-центра. Он бесплатный. Номер, значит, 8 800 72. Вернемся к предпринимателям, для которых объявлена отсрочка. Давайте поговорим о том, как будет действовать отсрочка, объявленная Владимиром Путиным в своем послании для предпринимателей, и как теперь будут уплачиваться налоги, как действует система. Значит, те меры, которые у нас приняты, да, по поручению нашего президента, значит, предполагает, что это приостановка мер взыскания, то есть до 1 мая приостановлены меры взыскания в отношении тех организаций индивидуальных предпринимателей, которые у нас включены в реестр МСП, то есть реестр малого и среднего предпринимательства. Также, значит, приостановлены меры взыскания до 1 мая для тех организаций индивидуальных предпринимателей, которые заняты в сфере туризма, авиаперевозки. Также туда включены организации, значит, физкультуры, спорта, искусства, кино и кинематографии. Порядок получения отсрочки после 1 мая, он будет внесен в действующее законодательство, и сам порядок будет определен только после внесения изменений в законодательство. А будут ли перенесены в связи с этим сроки отчетности по налогам?
Хочу сказать, что сроки у нас перенесены, сроки представления бухгалтерской отчетности перенесены с 30 марта на 6 апреля. Это связано с тем, что 30 марта у нас объявлен нерабочий день. Мы перенесем, соответственно, на 6 апреля, на первый рабочий день. Расскажите тогда, когда возобновит работу клиентский отдел с налоговой инспекцией в связи с последними событиями? Ну, до стабилизации ситуации, вообще связанной с коронавирусом, мы будем осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков только по предварительной записи. Поэтому рекомендуем воспользоваться нашим сервисом онлайн-запись на прием инспекции. То есть, получается, если предпринимателям или гражданам понадобится консультация, то консультация вживую, естественно, не по телефону, который мы указывали ранее, то необходимо будет записаться заранее. И только так, правильно я вас понял? Да, необходимо будет записаться через наш сервис для предварительной записи. Саргалана Гаврилевна, спасибо вам за беседу, что уделили нам время. Желаем вам здоровья и чтобы в вашей работе проходило все так же гладко, как и раньше. Спасибо большое. Берегите себя и своих родных. Ну а я напомню, что о налогообложении в текущий период мы поговорили с начальником отдела работы с налогоплательщиками управления ФНС Якутии Саргаланой Винокуровой. Оставайтесь на нашем канале.